Наиболее важными событиями информационная программа «Неделя». Я и наши репортеры расскажем вам о самом главном, интересном и актуальном произошедших за эту неделю. В студии Мутабар Насырова. Здравствуйте. В рамках рабочего визита в Бободжон-Гафуровский район на этой неделе председатель Сагдийской области Раджабу Ахмадзода ознакомился с процессом работ по реконструкции и созиданию в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Также председатель области ознакомился с процессом работ на молочной и животноводческой ферме акционерного общества Абдурахим Джумаев и дал конкретные поручения ответственным лицам по их качественному завершению. В городах и районах Сагдийской области, в частности в Бободжон-Гафуровском районе, в канун национального праздника 30-летия государственной независимости ведутся работы по созиданию, ремонту и реконструкции объектов. По инициативе местного предпринимателя Мухиддина Самадова в Джамаате Хиссигвар создается медицинский, диагностический и лечебный центр, где строительные работы близятся к завершению. Было отмечено, что на основании указания основателя мира и национального единства лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, предприниматели решили внести ценный вклад в развитие различных отраслей и благоустройства страны путем создания различных объектов. Председатель области приветствовал инициативу местного предпринимателя и дал рекомендацию организовать лабораторию на первом этаже. Глава области поручил ответственным лицам оказать предпринимателю поддержку в импорте медицинского оборудования. Предприниматель выразил признательность лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, за его поддержку и заботу и отметил, что внесет свой вклад в процветание своей страны. Джамаате Хиссигвар, председатель Сагдийской области Раджабу Ахмадзода, ознакомился с ходом строительных работ в новом здании инфекционной больницы. Объект будет построен за счет средств исполнительного органа государственной власти Бободжон-Гафуровского района. Было поручено уделять больше внимания качеству строительных работ. По распоряжению главы области в этой больнице будет организована лаборатория. Было отмечено, что при строительстве инфекционной больницы будут предприняты шаги по своевременной профилактике инфекционных заболеваний и повышению уровня и качества услуг. На территории Джамаата Хиссигвар будет построена площадь государственного флага. Строительные работы продолжаются согласно проекту. Данный джамаат при поддержке главы государства за годы независимости стал процветающим и благоустроенным. В Джамаате Хиссигвар к 2021 году будут сданы в эксплуатацию более сотни праздничных объектов. Председатель Сагдийской области также ознакомился с процессом работ, проходящих в Центре обслуживания Гулистон. Объект будет построен по инициативе предпринимателя Абдусами Рахмонова, а после его ввода в эксплуатацию десятки человек будут обеспечены рабочими местами. На первом этаже будут предоставляться банковские услуги, на верхних этажах расположена гостиница, ресторан и офисы. После ознакомления с процессом работ председатель области Раджабу Ахмадзода поручил ответственным лицам провести ремонт здания, прилегающий к сервисному центру. В этот день глава области ознакомился с процессом работ по созиданию на праздничном объекте, который будет создан предпринимателями, и дал поручение расширить строительные работы, вносить вклад в реализацию государственных целей и провести празднование на высоком уровне. В Дихканском джамаате Исвисор председатель Сагдийской области ознакомился с ходом работ по реконструкции молочной и животноводческой фермы открытого акционерного общества имени Абдурахима Джумаева. Председатель области поручил импортировать 100 голов черных коров на ферму с целью увеличения количества черных пород. Были поставлены конкретные задачи для качественного выполнения работ по реконструкции. Земли местности Зарзамин Бободжон-Гафуровского района плодородные. Здесь председатель области ознакомился с деятельностью собственников хозяйств. В джамаате основное внимание уделяется выращиванию томатов и другой сельскохозяйственной продукции. И на одном участке земли выращивается от 1 до 4 культур. Килограмм томатов был продан по цене 5 самани. Ожидается, что по мере увеличения урожая стоимость этого вида продукции будет снижаться. Глава области призвал выращивать желаемый урожай и увеличить его объем. В Джабо-Расуловском районе в честь празднования 30-летия государственной независимости ведется строительство ряда сервисных и жилых помещений. Одновременно с этим усиливаются профилактические меры против инфекционных заболеваний. Председатель Сагдийской области во время рабочей поездки в район ознакомился с текущей деятельностью различных отраслей народного хозяйства, провел встречу с участием активистов и дал полезные рекомендации и поручения ответственным лицам по полной реализации социально-экономических показателей, а также навестил нескольких жителей района.
Во время рабочей поездки Джабор-Расуловский район председатель области ознакомился с проектом строительства Центра здоровья и санитарии, который был реализован по инициативе предпринимателя Махмуда Абдулаева. На этом объекте завершено 70-80% работ. Проект обеспечит работой до 20 человек и будет включать в себя ряд диагностического и лечебного оборудования. По рекомендации председателя области в будущем также будут построены отдельные служебные помещения и благоустроена территория. В районе усиливаются профилактические меры против инфекционных заболеваний. Об этом отмечалось во время визита председателя области в оздоровительный центр Мехробот в ходе беседы с врачами и сотрудниками. Председатель области выразил признательность за работу врачей района и отметил, что добросовестный труд каждого медработника и специалиста будет оценен. Председатель области встретился и провел беседу с рядом молодых людей и подростков в рамках гуманной политики лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона. Гульнора Мамашарипова, Нилюфар Абророва, Чейрос и Фатима Исломова также получили материальную помощь. В тот же день состоялось собрание актива района под председательством председателя области. Председатель Джабор-Расуловского района проинформировал об эпидемиологической ситуации в районе, о деятельности районного штаба по профилактике распространения и передаче COVID-19. Население района с момента выявления инфекции обслуживали 36 медицинских учреждений. В то же время был предоставлен отчет о сельском хозяйстве, работ по ремонту и показателях посева зерновых культур вместе с хлопком и картофелем. Рассмотрено исполнение налоговых поступлений в бюджет, оценена деятельность промышленных предприятий. В завершении было поручено усилить меры по нейтрализации эпидемиологической ситуации и обеспечению эффективности промышленности, исполнения таможенных пошлин, налогов, кокона и полного осуществления сдачи хлопка. Председатель области еще раз поручил ответственным лицам провести разъяснительные мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний. На 4,5 гектаров дихканских земель Хаджи Нумона, с использованием которых ознакомился глава области, каждый клочок земли используется эффективно, а посев картофеля должен быть завершен своевременно. Помидоры и огурцы уникальных сортов и весенняя капуста, все сельскохозяйственные продукты, которые частично созрели и высеиваются на другие необрабатываемые земли с использованием специальных методов посадки и орошения. Капуста, огурец и картофель дают хороший урожай, и через 10-15 дней картофель полностью созреет. Председатель области Раджаб Ахмадзода высоко оценил работу хозяйства и поручил создать собственный потребительский рынок и наладить экспорт. По словам Хаджи Нумона, будет собрано только томатов до 50-60 тонн. Многие жители Джамата целенаправленно и эффективно используют свои приусадебные земли и обеспечивают свои семьи средствами к существованию. Семья Гулома Турабаева выращивает на дворе огурцы, где созданы 4 теплицы и одновременно разводится скот. Они также производят на землях помидоры и лимоны и собирают 2-3 урожая в год. Дихканские хозяйства Рамазон также высаживали помидоры сорта Волгоград, бахчевые и хлопок на 2 гектарах и 31 сотках земли с использованием каждого ряда. В настоящее время экспортный потенциал обеспечивается в основном луком, который экспортируется предпринимателями в России. Председатель области посетил отдельные участки и склады дихканских хозяйств. Раджаб Ахмадзода выразил признательность предпринимателям за инициативу и привлечение рабочей деятельности девушек, а также оценил вклад предпринимателей в увеличение экспорта продукции. По данным регионального таможенного управления Джабор-Расуловского района, за первые 5 месяцев этого года было экспортировано до 26 тысяч тонн лука. Каждый день экспортируется от 15 до 25 вагонов лука. На этой неделе председатель Сагдийской области Раджаб Ахмадзода отправился с рабочим визитом в Деваштичский и Шахристанский районы. Председатель области ознакомился с состоянием отрасли здравоохранения, дихканскими хозяйствами, а также посетил местность Кимкул с целью ознакомления с состоянием отрасли здравоохранения и подготовкой учреждений исполнять поручения президента Республики Таджикистан по усилению противоэпидемиологических мер по республике, председатель Сагдийской области посетил медицинские учреждения в районах персоналом и специалистами. В Джамате Далёни Боло Деваштичского района будет построено 4-этажное здание районной больницы номер 5 на 75 коек. Нынешнее здание больницы насчитывает 30 коек, а сдача в эксплуатацию нового здания позволит увеличить численность персонала и специалистов. Объект был построен при поддержке исполнительного органа государственной власти Сагдийской области, исполнительного органа государственной власти Деваштичского района и вкладе предпринимателей. Покойный Садри Файзиев, бывший главный врач
учреждения сыграл значительную роль в строительстве современного медицинского учреждения. Председатель области дал поручение выполнить оставшиеся работы по озеленению, а также ввозу медицинского и технического оборудования и обеспечению соблюдения медицинских стандартов и требований с целью быстрого проведения диагностики и лечения. В ходе беседы со специалистами учреждения было отмечено, что руководство правительства и государства, исполнительного органа государственной власти Сагдийской области будут постоянно уделять внимание их работе и поощрению. В то же время председатель области поручил руководству района провести ремонт международных дорог и других окружающих объектов. Собственники хозяйств и земледельцы Деваштического района в текущем году в рамках рационального использования земли планируют посадить картофель на 6415 гектарах. На сегодняшний день посажено 5129 гектаров. Население села Далёни-Боло выращивает сельскохозяйственные культуры, включая картофель и другие овощи, и обладают богатым опытом в этой области. Акционеры дихканского хозяйства «Шердиль» на площади 2,5 гектаров создали интенсивный сад с различными сортами яблок, вишни, персиков и чернослива. Также было засажено 1,4 гектара турецкого ореха, и среди рядов посажены различные овощи. Глава области отметил, что каждый дихканин должен эффективно использовать землю и выращивать сельскохозяйственные культуры с учетом климата местности. Руководству района и собственникам хозяйств было рекомендовано увеличивать площадь пахотных земель в районе из года в год, как только будут приняты меры по ирригации и мелиорации. В центральной больнице Шахристанского района председатель области также провел встречу и беседу с врачами и представителями отрасли здравоохранения района об эпидемиологической ситуации в местности и усилении профилактических мер против инфекционных заболеваний. Было подчеркнуто, что среди населения следует укреплять информированность и строгое соблюдение гигиенических норм и правил. Председатель Сагдийской области передал больнице района бесплатные медикаменты, маски, препараты и раствор гипохлорита натрия. В целом эпидемиологическая ситуация в районах Деваштич и Шахристан была названа как стабильная. В целях защиты и увеличения численности животных в горных и лесных местностях на основе разработанных планов исполнительного органа государственной власти Сагдийской области и государственного учреждения лесного хозяйства проведены соответствующие мероприятия. В настоящее время уделяется особое внимание воспроизводству животного мира республики и разведению редких пород. В соответствии с соглашением о сотрудничестве 13 европейских муфлоновых овец были привезены в Шахристан из горно-лесной местности Хуросон-Хатлонской области. И при участии председателя области и специалистов они были выпущены на территорию для дальнейшего увеличения поголовья. Приняты значительные меры по выращиванию и увеличению количества этих редких животных. Они кормятся лекарственными растениями, которые растут в этом живописном природном месте. Во время своего визита в местность Кимкул района председатель области поручил увеличить количество оленей в горных районах Шахристан, Аш, Пинджикент и Стихлол для привлечения туристов, посадки картофеля на землях лесного хозяйства и созданию лесов. Снежный барс, куропатка, ястреб и заяц являются одним из богатств дикой природы Шахристана, и глава области дал рекомендации по развитию деятельности, импорту и разведению редких животных. На этой неделе глава Сагдийской области Раджаба Ахмадзода совершил рабочий визит в Айнинский район. Вначале он встретился с врачами и представителями отрасли здравоохранения района. На встрече были переданы поручения основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, о профилактике и лечении заболеваний пневмонии и COVID-19. Следует отметить, что на сегодняшний день в Айнинском районе приняты меры по профилактике и лечению таких заболеваний. Председатель Сагдийской области совершил рабочую поездку в Айнинский район, чтобы ознакомиться с процессом деятельности врачей и ситуацией с коронавирусной инфекцией. Вначале Раджаба Ахмадзода посетил центральную больницу Айнинского района и побеседовал с врачами и работниками здравоохранения. Как было отмечено, сегодня благодаря усилиям и заботе главы государства во всех больницах созданы хорошие условия для диагностики и лечения. Эффективная работа врачей находится под постоянным вниманием. Председатель области отметил, что вопросу профилактики и лечения коронавируса следует уделять первоочередное внимание, и прежде всего следует расширить разъяснительную работу среди населения. Следует отметить, что ранние подарки лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, были доставлены работникам всех медицинских учреждений страны. Медицинскую помощь также получили в Айнинском районе. Так, председателем Сагдийской области Раджабоем Ахмадзода был передан пакет помощи для центральной больницы этого района. Раджаба Ахмадзода добавил, что больницы и медицинские центры должны отвечать современным стандартам,
летом, а запасы лекарств и защитной одежды для врачей должны быть увеличены. В связи с этим председатель области счел необходимым создать в Айнинском районе цех по производству кислорода. В настоящее время в центральной больнице района в области общественного здравоохранения работают 205 человек. В настоящее время в 7 отделениях больницы созданы хорошие условия труда и обслуживания. Благоприятные условия труда также предусмотрены в структуре первичной медико-санитарной помощи Айнинского района. Другими словами, эти врачи работают круглосуточно и усердно, чтобы обеспечить высокий уровень охраны общественного здравоохранения. В настоящее время сотрудники санитарно-эпидемиологической службы Айнинского района совместно с районным подразделением Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне проводят дезинфекционные работы по профилактике коронавируса. На проведение работ по защите, лечению, профилактике и дезинфекции в Айнинском районе местным исполнительным органам государственной власти выделено 480 тысяч сомани. По указаниям и поручениям основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, со стороны исполнительного органа государственной власти Сагдийской области и импортирующих фармацевтических компаний на территорию области ежедневно импортируются необходимые противовирусные препараты, оборудование и материалы для профилактики и лечения COVID-19. Продолжение темы в нашем репортаже. Афлоксацин, метронидазол, ципрофлоксацин, антипрозол, цефтриаксон, линурия и другие препараты в объеме 17 тонн на сумму $34 тысячи США 2 июля поступили на склады фармацевтической компании Вали-88. Наряду с этими препаратами данная компания недавно импортировала другие препараты. Эти антибиотики используются не только для лечения коронавирусной инфекции, но и для лечения других воспалительных заболеваний. Директор этой компании Вали Азимов отмечает, что наряду с врачами сотрудники фармацевтических компаний и фармацевты должны нести большую ответственность в профилактике и лечении заболевания, волнующего мировую общественность, и действовать в соответствии с указаниями главы государства. По словам директора компании, все лекарства имеют сертификат качества страны происхождения. После импорта на склад специалисты Управления контроля здравоохранения Сагдийской области еще раз пропускают импортные лекарства через лабораторию и выдают сертификат качества, а затем разрешают распределение в регионы, больницы и аптеки. Компания Вали-88 является одной из 15 фармацевтических компаний в Сагдийской области, которая распространяет свою продукцию не только в области, но и в других регионах страны в зависимости от спроса и предложений и стремится обеспечить жителей лекарствами, которые отвечают требованиям стандарта и реализуются по доступным ценам. Импортируемые лекарства назначаются врачами для лечения различных заболеваний. По словам руководителя компании, это не первый случай, когда различные антивирусные и противовирусные препараты были импортированы в страну за время вспышки болезни COVID-19. 8 видов импортируемых антибиотиков поставляются в упаковках, которые соответствуют стандартным требованиям на двухмесячное сохранение.